Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как и почему в центре Казани не смогли разъехаться 3 автомобиля. Он недавно приехал в Казань, начал таксовать, все. И знаки не смотрим. В аварии пострадала 7-летняя девочка. Покажем, как жители Удмуртии при въезде в набережные Челны сдали нервы. Откуда едете? Куда? С Удмуртии, Увинского района, Челны. Что везли молодые люди? И криминальная командировка. Да, насчет работы, привет. То есть вы 3 друга, и вы не знали, то, что там украл один. Задержаны подозреваемые в серии квартирных краж в Казани. Это и не только. Прямо сейчас. 7-летний ребенок пострадал сегодня в результате аварии в центре Казани. На пересечении улиц Профсоюзная и Университетская столкнулись сразу 3 автомобиля – Чанган, Nissan Pathfinder и Hyundai Solaris. По словам участников ДТП, таксист за рулем легковушки не уступил дорогу внедорожникам. Почему, знает Сергей Хайдаров. Как раз ребенок сидел здесь сзади, со стороны удара, и девушка. Их увезли пока в РКБ, вроде как говорят. В результате аварии пострадала 7-летняя девочка. Она была пассажиром автомобиля «Чанган». Основной удар пришелся именно на ее сторону. Ребенок сильно ударился головой. Девочку с ее матерью госпитализировали в больницу. И только после этого участники дорожно-транспортного происшествия начали выяснять, как именно все произошло и кто виноват в столкновении. Сначала произошел удар сюда. Меня развернуло, и потом уже его начал тоже разворачивать, задней частью он зацепил меня сам. По словам водителей, таксист, едущий по улице Университетской, не уступил дорогу внедорожникам Чанган и Nissan Pathfinder, двигавшимся по улице Профсоюзная. Почему так произошло, объяснили довольно просто. Виновник вообще свою вину признает, что объясняет? Ну, он признает, он недавно приехал в Казань, начал таксовать, все. И знаки не смотрим. Степень его вины будет устанавливаться с учетом диагноза пострадавшей девочки. Если ущерб автомобилям может покрыть страховая компания, свою машину ему придется восстанавливать за свой же счет. Вероятнее всего, после этого он будет внимательнее к дорожным знакам. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин. Вызов 112. Хотели проверить документы, а изъяли наркотики. Любители запрещенных веществ автоинспекторы задержали на въезде в набережные Челны. На посту Тула сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль ВАЗ-21099. Кроме 24-летнего водителя, в салоне машины находились еще 2 пассажира. Оба жители Удмуртской республики, которые направлялись в Автоград. Они-то и привлекли внимание стражи порядка. Обо всем по порядку в репортаже Айгуль Бадрудиновой. С веществом растительного происхождения внутри. Рядовая проверка документов почти сразу привлекла внимание стражей порядка. Причина в поведении молодых людей. Они заметно нервничали, как будто чего-то сильно боялись. Скрывать им, как выяснилось, действительно было что. Также один полимерный зип-пакет с веществом растительного происхождения внутри. В салоне автомобиля находились 3 человека. При личном досмотре в карманах куртки одного из пассажиров были обнаружены несколько свертков с веществом растительного происхождения, а также курительное приспособление с остатками вещества темного цвета. Сам он признался, что в свертках находится марихуана. Откуда едете? Куда? С Удмуртии, Увинского района, Челны. Данные пакетики откуда взяли? Осенью нарвал в Удмуртии. Для чего предназначалось? Для личного потребления. Всех 3 полицейские задержали и доставили в отдел. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств». Ее санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Вызов 112. Спасли бездомную собаку, угодившую в капкан. Накануне очевидцы позвонили по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщили, что в Нагорном на территории садового товарищества «Медик» 2 суток скулит животное. Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили пса из плена. Погиб в огне. Накануне в селе Черемшаны Апастовского района горел частный дом. Очевидцы сообщили пожарным, что в помещении может находиться человек. С огнем справились за считанные минуты, и во время поливки спасатели обнаружили тело 46-летнего мужчины. Предварительная причина возгорания – непотушенная сигарета. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Приехали, обчистили несколько домов на 2500 тысяч рублей и уже хотели уехать, но не вышло. Полицейские Казани задержали 3 молодых людей по подозрению в кражах чужого имущества из чужих же домов. Интересовали подозреваемых в основном деньги и ювелирные изделия. А местом быстрого заработка, как установили полицейские, они избрали поселок Вознесение. Ходили от дома к дому, залезая в понравившиеся. Айрат Назипов продолжит. А вот задержали вас за что тогда, получается? Я не знаю. Когда их задерживали, оперативники уже знали все. Еще в конце минувшего года в один и тот же день в полицию поступили сразу 2 заявления о краже из частных домов в поселке Вознесение. Пропали драгоценности и деньги. В ходе обхода жилого сектора полицейские выяснили, что при схожих обстоятельствах были совершены еще 2 проникновения в жилые дома этого поселка. Однако имущества похищено не было. Кроме этого, во всех случаях совпадали и способы совершения краж. В помещение злоумышленники проникали, повреждая окна. Заподозрили полицейские 3 молодых людей. Они были зафиксированы камерами видеонаблюдения рядом с обворованными домами и в то время, когда были совершены кражи. Подозреваемых задержали в одной из придорожных гостиниц на федеральной трассе М7. 25-летний житель Чеченской республики и 34-летний, 36-летний жители Республики Казахстан были доставлены в отдел полиции Азина-2. Самый молодой из подозреваемых не стал ничего скрывать и честно сознался. Приехали на время сорвать куш и уехать. Так, насчет работы приехал. За что задержаны? За кражу. Вину признаете свою? Да, конечно. Его товарищи постарше сделали вид, что и не подозревали о преступлениях, и к кражам не причастны. То есть вы 3 друга, и вы не знали? То, что там украл один? Но съемки с камер наблюдения и показания соучастников говорили о другом. Позднее на допросах рассказали, крали в основном днем, дома выбирали на окраине поселка. Сколько у вас человек было? 3. Квартиры выбирали, что ли, как-то? Не квартиры были, дома были. Частные? Да. А там как, выжидали, когда уйдут, что ли? Нет, просто так, случайно наткнулись. В случайных домах целенаправленно искали деньги, украшения и дорогую электронику. Сумма причиненного материального ущерба по всем установленным фактам составила порядка 250 тысяч рублей. Часть похищенных золотых украшений у подозреваемых удалось изъять. В качестве вещественного доказательства к делу приобщена и куртка одного из задержанных. По решению Советского районного суда окончания следствия подозреваемые будут дожидаться под арестом. Айрат Назипов, вызов 112. Как устроить незапланированный и продолжительный фейерверк, что подвело тихого грабителя и как питомцы реагируют на игрушки? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Это не праздничный салют, а лишь беспечность 2 местных жителей. Они решили починить свой автомобиль рядом со складом пиротехнических изделий. Вышло крайне неудачно, хоть и красочно. Во время снятия бензобака с автомобиля от электрического инструмента полетели искры. Это и спровоцировало пожар. В результате инцидента никто не пострадал. А этого вора подвела не беспечность, а нечистоплотность. Перед тем, как обчистить отель глубокой ночью, он снял обувь и, не издавая лишнего шума, принялся искать все, что плохо лежит. Однако хозяин заведения, почуяв неприятный запах, очень скоро вышел на его источник. Как итог, горе-грабитель был задержан и передан в руки полиции. А передавать игрушки в лапы этой кошки никто не стал, и поэтому ей пришлось опираться лишь на свои силы. Упрямый питомец перепробовал множество способов, чтобы достать любимую вещь из ящика, но в конечном итоге сдался в ожидании помощи своих хозяев. Порой игрушкам рады не все питомцы. К примеру, псу из видео явно не понравился его плюшевый собрат. Наверное, дело в том, что тот повторял все его звуки. Возможно, не потерпев издевок, пес решил уйти прочь. Алина Мусина, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.